Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. А что же происходит в Эстонии? В последнюю неделю активизировались попытки найти людей, которые могли бы вещать на русскоязычную аудиторию. В свое время провалились попытки завести таких а-ля журналистов из России. Даже такой корифей, как Артемий Троицкий, не выдержав трешака, просто-напросто слился. Вот сейчас среди известных людей, артистов, диджеев пытаются, найти таких людей, которые бы с телеэкрана обращались бы к русским людям. Судя по всему, пока безуспешно. Вообще на государственном эстонском телевидении на русском языке сейчас практически не осталось порядочных журналистов. Вот был последний такой лучик света, замечательная журналистка Елена Соломина. Посмотрите сами, под каким прессингом должен работать русский человек, транслируя вот такую хрень. С российскими войсками, это Запорожская АЭС, и там такая же сложная ситуация. Люди, которые работали на станции, находятся в истощенном состоянии, и психически, и физически. Даже есть сведения, что их подвергали пыткам. И вот в таком состоянии, конечно, сложно держать под контролем работающую станцию. Это первое. И второе, это зона непредсказуемости, потому что мы не знаем, что могут сделать российские силы, которые контролируют эту атомную электростанцию. Когда-то приличные люди под лязг санкционных игрушек в словесном блуждая блуде скатились до роли тетушек. Вещают лишь то, что можно, за что кто-то скупо платит, честь растоптав безбожно. Сегодня дешевые бляди, впитав через кожу рабства своих хуторян-хозяев, все чаще срываясь в хамство, оправдывают негодяев за плошку супа с морковью, продав свою совесть чинушам, себя окрестив журналистами, работают в роли тетушек. Ты можешь учить эстонский и громко ругать Россию, в надежде своей холопской, поддерживая истерию. Ты можешь стараться нехило, ты можешь порвать с корнями, но здесь все равно ты тибла, по-рабски звенящий цепями.